Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. В начале главных тем. На страже безопасности. Профилактические мероприятия включают в себя подворовые обходы, сходы граждан, также публикации через социальные сети. МЧС проводит обходы в рамках пожарной профилактики. О мерах предосторожности в нашем выпуске. Чистый город – это гордость его жителей. По завершению дома и улицы приобретут красивый и ухоженный вид. В Грозном продолжаются масштабные субботники. Боевой дух и веселый азарт. Сейчас как никогда важно воспитывать в молодежи чувство ответственности, любовь к родине и готовность ее защищать. Традиционная зорница собрала школьников Горного Ключа. Как проходили соревнования, узнаем у нашего корреспондента. В Грозном подвели итоги выступления чеченских спортсменов за прошлый год на международных соревнованиях. Министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров наградил победителей и призеров. Всего почетные грамоты и денежные поощрения от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова получили 27 спортсменов и 22 тренера. Их наградили за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за выдающиеся спортивные результаты в международных турнирах. На церемонии присутствовали атлеты, тренеры, представители республиканской власти. Сегодня мы собрались, чтобы отметить достижения призеров международных турниров, которые за последний год добились выдающихся результатов. В первую очередь хочу еще раз от всей души поздравить всех спортсменов с блестящими выступлениями. Ваши достижения – это не просто победы в спортивных состязаниях, это гордость для нашей республики и всей страны. Мы все знаем, сколько труда и времени вы вложили в свои тренировки, чтобы достичь таких высоких результатов. Региональный общественный фонд имени нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова подготовил для вас денежное вознаграждение за то, что хочу поблагодарить дорогую бабушку Эмманину Сену Кадырову. С наступлением жары риск возникновения пожаров возрастает. Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники МЧС усиливают профилактическую работу с населением. Специалисты разъясняют правила пожарной безопасности и напоминают о важности соблюдения простых, но жизненно важных правил. Репортаж Лейлы Муртазовой. Высокая температура, сухая трава и жара – идеальные условия для возгорания. И даже из-за обычной человеческой неосторожности может произойти непоправимое. Только за прошедшие сутки в Грозном зарегистрировано 10 пожаров, 9 из которых связаны с горением сухостоя. В связи с этим сотрудники Главного управления МЧС России по Чеченской Республике начали проводить профилактические обходы с населением, направленные на предупреждение пожаров. В связи с жарким сезоном надзорными органами Главного управления МЧС России по Чеченской Республики проводятся профилактические мероприятия, направленные на ознакомление граждан с правилами пожарной безопасности. Профилактические мероприятия включают в себя подворовые обходы, сходы граждан, также публикации через социальные сети. Людям напомнили простые, но важные правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Им раздали агитационные материалы по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в быту. Простая памятка может стать тем самым шансом, который спасет чью-то жизнь. По словам граждан, пожарные часто предупреждают о мерах предосторожности и всегда доступно объясняют. К слову, если есть нарушители, то на них налагаются административные санкции. Размеры штрафов составляют 20 тысяч рублей. Для должностных лиц – 60, а для юридических – 800 тысяч. Подворовые обходы и сходы граждан для профилактики пожаров проходят во всех районах субъекта. По информации регионального управления МЧС, с начала года на территории Чеченской Республики произошло 673 пожара. Это опасный показатель, поэтому спасатели предупреждают, профилактика помогает предотвратить беду, ведь даже одна искра опасна. Каждый из нас отвечает за безопасность.
Самое главное – это не паниковать и перейти к следующим действиям, покинуть помещение, предупредить окружающих и сразу набрать 101 или 112. Эти простые правила смогут спасти жизнь. Лейла Муртазова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В Грозном продолжается благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мэр города проинспектировал ход работ на 15 объектах, включая дворовые зоны, парк на улице Римского-Корсакова и пешеходную аллею у школы номер 60. Все они стали победителями рейтингового голосования и охватывают площадь более 16 гектаров. На площадках завершен демонтаж, подрядчики перешли к основным работам – установке освещения, лавочек, беседок и к озеленению. Также Хасмагомед Кадыров посетил территорию, где в рамках республиканских субботников проводится очистка и обновление детских и спортивных территорий. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова все объекты проходят многоэтапный контроль. В Грозном продолжают преображаться. Масштабные субботники объединили все министерства и ведомства республики. Мероприятие приурочено году Грозного и созданию нового района имени Владимира Путина. Власти и жители наводят порядок, озеленяют улицы и готовят город к новым преобразованиям. За процессом наблюдал мой коллега Турпалали Тайсумов. Чистота, уют и благой вид. В Грозном продолжаются работы по благоустройству территорий и многоквартирных домов. Люди красят стены, заменяют элементы крыши, козырьки на подъездах и прочие полезные обществу обновления. Например, в Висаитовском районе столицы. Демонтаж старых скамеек, установка новых – все это на радость тем, кто проживает в этих домах. И местные жители с благодарностью смотрят на все эти процессы, выражая признательность всем, кто участвует в благих делах. Улица имени Вахи Алиева простирается на километры. Там тоже ведется ремонт на фасадах жилых зданий и прилегающей местности, новые площадки и улучшение пешеходных дорожек. Рабочие сделали обрезку деревьев, а здесь укладывают брусчатку и бордюры. По завершению дома и улицы приобретут красивый и ухоженный вид. И такие задачи решаются в разных местах столицы. Ответственной за данный участок является Министерство финансов субъекта. Мастеровитые плиточники также проводят качественный ремонт у подъездов. Субботники приурочены к объявленному году города Грозного и нового района имени Владимира Путина. Турпалали Тайсумов, Джабраил Хаджиев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В лагере «Горный ключ» прошла военно-патриотическая игра «Зорница», в которой соревновались команды школьников. Юные участники продемонстрировали ловкость, смекалку и командный дух, выполняя задания на силу, выносливость и знание основ безопасности. Ну а как все это происходило, расскажет Рабиат Гайтиева. Кто-то проверяет экипировку, кто-то выстраивает тактику с командой. До старта игр в лагере наступает непривычная тишина. Эти 50 мальчишек сейчас не просто отдыхающие лагеря, а бойцы 5 отрядов, готовые бороться за ценные призы. Зорница – игра, направленная на развитие у школьников физической выносливости, тактических навыков и основ военной подготовки. Организаторы ставят перед собой важные цели – укрепление здоровья участников, воспитание у них чувства патриотизма и командного духа. За безопасностью и порядком на всех этапах следили представители Центра военно-патриотического воспитания «Воин Ахмат». Сейчас как никогда важно воспитывать молодежи чувство ответственности, любовь к родине и готовность ее защищать. Современные вызовы требуют не только физической подготовки, но и крепкого духа. Зорница помогает ребятам понять, что такое настоящая дружба, взаимопомощь и преодоление себя.
Кроме того, игра сохраняет связь поколений, напоминая о подвигах героев прошлого. Огневая подготовка, тактические задачи, сборка и разборка автомата АК-74, меткость и выносливость. Каждый этап тренирует и тело ребят, и их мышление. Лазертаг стал настоящим испытанием, ведь для победы была важна не скорость, а стратегическое мышление. Здесь было очень круто и клево. Мы бегали, играли, мы стреляли из автоматов и веселились. Мы хотим взять первое место. Хорошо вел команду, наверное, первую хаякарю, хотя я кажется, долго кубок едирю. Вместе со своими вожатыми и спортивными инструкторами мальчики целую неделю готовились к играм. В итоге получили массу впечатлений и то, что еще долго будет напоминать им о жарких соревнованиях. Сегодня участникам подарили подарочные наборы. Не ходят ручки, блокноты и многое другое. Сейчас мы узнаем у одного из них, что ему понравилось больше всего. Расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего понравилось из того, что тебе подарили? Мне больше всего понравилась эта футболка и этот стакан. Вот это. Как и во всех соревнованиях, здесь были и победители, завоевавшие свои заслуженные медали, кубки и поздравления, так и проигравшие, которые несут с собой полученный опыт, чтобы в следующий раз побороться за заветное первое место. Очень понравилась сегодняшняя игра. Особенно испытания за бегом показали лучшие результаты. Мы заняли сегодня первое место, меня это очень радует. А также мне понравились результаты моей команды. Мы заняли все первые места. Я очень доволен этим. Зорница не последняя военно-спортивная игра в этом сезоне. Организаторы уже готовят новые этапы и соревнования для популяризации здорового образа жизни и патриотизма среди жителей региона. Рабиат Гаистиева, Джабраил Хаджиев, Магомед Утаков. Вести, Чеченская Республика. В Чеченском государственном университете имени Ахмата Хаджи Кадырова стартовал цикл дискуссионных площадок «Диалог против экстремизма и терроризма. Молодежь за мир и толерантность». Во встрече со студентами приняли участие официальные лица и почетные гости. Каждый из них поделился тем, как в регионе ведется борьба и работа против чуждых стране идеологий, в которые часто пытаются втянуть молодых лиц ввиду их уязвимости из-за незнания. Данная площадка подразумевает открытый разговор между представителями власти и молодыми людьми. Они могут получить ответ на любой интересующий вопрос. Ребята приобретут много полезной информации о том, как не стать жертвой информационной войны в интернете. Совет безопасности республики аппарату Бешкол Белхах так эздол да дует и может но шады говорится да там сан еще мероприятие что Белхах что уж дует на результат больше был Канале жден авая тигервая докладывана цани скетам больше цанаву мешмуцо на ладуше и жеркетам чудуш полна вахартай белш барбандоше дупунах нис белладона да кидаш ниш но кырбал год дежадовая да результно ладуна да лето. Игровые и спортивные площадки, спортзал и бассейн – это малая часть имеющихся условий для полноценного досуга в оздоровительном лагере «Горный Биной». Сейчас детский лагерь в селении Пачу принял 500 детей. О программе пребывания в лагере в нашем следующем сюжете. Лето – время для отдыха, ярких эмоций, новых знакомств. Именно так проводят каникулы малыши и юноши в спортивно-оздоровительном лагере «Горный Биной», расположенном в живописном Ножеюртовском районе. Созданы все условия для отдыха и оздоровления детей. Есть бассейны, закрытый бассейн, открытые бассейны, есть спортивная площадка, футбольная площадка, баскетбольные площадки, кружки по интересам. Детям есть чем заниматься. Открытый в 2018 году, лагерь за это время принял 1000 ребят в возрасте от 6 до 16 лет. За одну смену, продолжающуюся 2 недели, сюда приезжают 500 человек. На просторной территории размещены 12 жилых корпусов. Условия комфортные для всех возрастных групп. Для детей в лагере организован дополнительный досуг. Это волейбол, футбол, баскетбол, грэпплинг, вольная борьба, плавание, а также скалодром. Сейчас мы узнаем у юных спортсменов, чем они занимаются в лагере. Чем ты занимаешься обычно в своем лагере? Здесь я занимаюсь спортом, здесь очень хорошо. Занимаюсь секцией ММА. А здесь еще бывает футбол, волейбол.
Программа смен включает спортивные игры, плавание в бассейне, оздоровительные процедуры и все под контролем опытных педагогов и вожатых. Особое внимание здесь уделяют творческому развитию. В рамках клубных формирований дети занимаются настольными играми, бисероплетением, изобразительным искусством и другими увлекательными направлениями, что помогает раскрыть таланты, научиться работать в команде и просто интересно провести время. Наше мероприятие, наше выступление с народным танцем. Мы придумывали танец сами, музыку тоже там искали. Танец мы ставили, в принципе, недолго и учили тоже. Я была очень довольна, также волновалась, но у нас все получилось и мне очень понравилось. Одним из участников смены стал 11-летний Руслан. Он давно мечтал побывать в лагере. С первого дня мальчик активно включился в жизнь коллектива и с удовольствием пробует все новое, не скрывая радости от происходящего. Люблю заниматься футболом. Больше всех я активно занимаюсь спортом. Завелся тут друзей, мы тут играем вместе в футбол, баскетбол, волейбол. Играем в свободное время, бегаем, прыгаем, находим новые занятия, рисуем, читаем вместе, играем. В лагере царит атмосфера уюта и создает ее коллектив вожатых, спортивных инструкторов, а также местный кот Абдулхасан, пушистый любимец, которого администрация лагеря шутливо называет заместителем заместителя директора. Ну а дети с благодарностью отзываются об отдыхе. Они чувствуют себя как дома, в окружении доброжелательности, заботы и веселого настроения. Мы успели поучаствовать в многих мероприятиях, занять первые и вторые места. Хорошо повеселиться. Мне тут очень понравилось. Мы практически каждый вечер ходим в амфитеатр, там бывают разные мероприятия, конкурсы, игры. Вот в последний раз у нас был конкурс «Король и королева». Каждая смена в Горном Биное – это возможность отдохнуть, развить свои способности и найти новых друзей. Главное, впереди еще много интересного, ведь лето только начинается. Рабиат Гайтиева, Лисхан Кацулов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.